Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Песок раскроет правду. Что в тайне под большим секретом происходит у вас за спиной, а вы не видите и не знаете, и даже не обращаете внимания. Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация вас, мои дорогие любимые, обязательно найдет. Итак, я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас самую важную, нужную и полезную информацию. О, как же вас угораздило. Вы кому-то помогаете. И помогаете с последних сил. Вот все, что можете, человеку даете, отдаете, от себя отрываете, на себе экономите, крест на себе ставите, как на себя забиваете, но кому-то помогаете, все даете. Вот прям как в тупку бросаете эту помощь, а человеку все мало, да, и человек такой: еще, давай еще, мне еще надо. Знаете, вот ни стыда, ни совести. А вы же, мои хорошие, уже с ножек сбились, уже в полном истощении находитесь и все продолжаете помогать. То ли этот человек вам родной, то ли вам очень жаль этого человека. Вы считаете, что какой-то несчастный, обездоленный, сам себе помочь не может. И вот вы все время помогаете. Вы уже как осиночка. Понимаете, все соки с вас выжали, выпили, выели. А вы все вот бегаете, суетитесь, чем еще помочь, что еще сделать, да? Как еще вот поддержать этого человека. А человеку уже не надо. У него, понимаете, из пятой точки уже лезет, потому что, перебор идет, перебор. А человек вот еще больше наглеет, да, как издевается, да, а давай еще. Какой-то ненасытный, да, вот троглодит какой-то. Родственник, либо тот, кого жалеете, либо кто-то поставил вас, как будто бы вы ему должны, либо ей должны. И вы чувствуете, например, либо желание сердца помогать, жалея человека, либо чувствуете, что вы обязаны. Вы думаете: как так, это же мои родственники, как так, я же должна, да. Ой, человек такой несчастный, как не помочь? От себя оторву, да, вот прям плоть свою отдам, пусть кушает. Пусть я буду там страдать, и человек пусть наестся. Мне идет, что этот человек действительно абьюзит вас, причем по-черному. И еще мне идет, что этот человек не тот, за кого себя выдает, и там очень много лжи. Вот такого, знаете, непроходимого, густого обмана. Такого, что вот можно на хлеб намазывать. Этот человек без стыда и без совести смотрит вам в глаза и врет, понимает, что вы там переживаете, страдаете, там постоянно думаете об этом, что вы своей жизнью не живете. Человек такой: нет, хорошо, давай, мне еще давай. С вас тянут силы. Тот, кому помогаете, кому помогаете, недостоин вашей помощи. Это человек обманщик, либо обманщица. Прекращайте этим заниматься. Иначе от вас, как говорится, останутся ножки-дорожки. Да? Ничего не останется. Все отдадите и будете у разбитого корыта сидеть. А человек наестся вдоволь, понимаете, и спасибо вам не скажет. Еще вас винить начнет, что ты виновата, да, я вот работать не пошла, потому что ты меня закормила, да, ты меня всем снабжала, вот из-за тебя я работать не пошла. Либо ты виновата, что я вот там разленился. Понимаете, вот такие еще будут обвинения в вашу сторону. И будет очень и очень сильно горько. И уже ничего не вернуть, и уже назад не отмотаешь. Извините, мои родные, но скажу, как вижу. Я вижу, что вами пользуются. А вы, прям, знаете, от любви глаз замылился, вы этого не видите, вы этого не понимаете. От себя отрываете. А по итогу даже, спасибо не услышите. Да, даже кивка благодарственного в свою сторону не увидите. Не тому человеку помогаете, не в того человека вкладываетесь.
И действительно вам врут. Вам врут, вас обманывают, пытаются еще больше разжалобить, либо поставить в какое-то уязвимое положение, что вот ты должна, мы же родственники, да, ну как так, ты должна, ты обязана. Вот кто так делает и говорит, кому вы сейчас помогаете, отворачивайтесь от этого человека, иначе потом будет поздно, иначе вообще будет жалко, да, потраченного времени и денег, но ничего назад не вернешь, еще и получите черную неблагодарность. Вот, не стоит оно того. Кому-то вы финансово помогаете, кому-то вы физически помогаете, кому-то вы и так помогаете, но человек вас обманывает. Все, точка, обман. Дальше, мои хорошие, вот вы думаете, что вас какой-то человек разлюбил, что этот человек про вас позабыл, что вы для этого человека никто. Но вы очень сильно ошибаетесь, очень сильно ошибаетесь. Человек вас любил, любит и будет любить. Причем будет любить до конца. Человек, ну вот ни дня не проходит, чтобы этот человек о вас не думал, не вспоминал. Человек, смотрите, вот как произошло между вами. Вы уверены, что он вас не любит, и он уверен, что вы его не любите. Вот как такое могло произойти? Скажите, пожалуйста. Кто-то третий, такой опытный игрок, гроссмейстер, да, как в шахматах, такую партию лихую провел. И вот двух людей друг против друга, ну даже не настроил, а скорее убедил, да, что он вас не любит, и его убедили, что вы его не любите. Да, вот кто-то это сделал. У ваших отношений был враг, у ваших отношений был противник либо противница. И человек таки своего добился. Добился, развел людей, разрушил отношения, да, может, семью даже разбил. И сидит довольный, да, и думает, это я молодец, да, никто ж не понял, что это я. И у меня, значит, и с мужчиной хорошие отношения, и с женщиной хорошие отношения. Ну, главное, что они теперь не вместе. Знаете, я вам так скажу, судьба даст вам шанс. Причем не идет как единичка. Может быть, первое число следующего месяца, а может быть, это и есть начало следующего года. Когда судьба вас ведет, и у вас будет всего лишь один шанс. Вам нужно будет поговорить. Не игнорировать друг друга, не отворачиваться, задрав голову вверх, не хлопать там дверью, выбегая из помещения, а именно сесть и поговорить как взрослые люди. Не бойтесь рассказать о своих ощущениях, не бойтесь рассказать о своих подозрениях. И внимательно выслушайте этого мужчину либо женщину. Смотрите, если вы женщина, то мужчину. Если вы мужчина, то женщину. Дайте сказать, выслушайте внимательно. Правда раскроется. Судьба вас ведет для того, чтобы вы могли вернуть то, что у вас отобрали. То, чего вас лишили, любви, счастья вас лишили. Смотрите, вы же думаете о нем, а он думает о вас. Любовь-то не отпускает. Хоть вы пытаетесь ее похоронить где-то там глубоко в своем сердце, но любовь-то не отпускает. И вы ни с кем отношения не строите, и тот человек ни с кем отношения не строит. Ну, потому что тянет друг к другу. Тянет. Вы должны выяснить, кто враг вашей любви. Вы должны выяснить, кто так ухитрился вас друг против друга настроить. У вас вот идет шанс на примирение, но этот шанс обоюдный. Что у женщины ключ, что у мужчины ключ. Вы должны оба эти ключи вставить и одновременно провернуть, да, для того, чтобы вам открылась дорога в новую жизнь, совместную, счастливую, позитивную жизнь. Если вы этот шанс упустите, то вы больше не встретитесь, то больше судьба не даст вам возможности быть вместе. Будьте, пожалуйста, повнимательнее. Да, обиды обидами, установки, накрутки – это все имеет место быть. Но счастье нельзя упустить. Счастье нельзя упустить. У вашей любви был враг, и этот враг добился своей цели. Разве вы готовы пойти на то, чтобы ваш враг вот так радовался, наслаждался, видя, как вы оба несчастны? Подумайте об этом. Не сейчас, не надо ничего писать в комментариях, просто подумайте об этом. И когда придет этот день, вы встретитесь, вспомните эту отсыпку. Говорите и выслушайте того, с кем встретитесь. Обязательно. И дайте шанс друг другу на то, чтобы начать все сначала. Ведь вы друг друга любите. И любите по-настоящему. Дальше, мои хорошие. За вашей спиной есть женщина.
И эта женщина, она вам пытается как-то помогать, только я не могу понять, как. То есть действует за вашей спиной тайно, но то, что она делает, она как помощь это все видит. Да? Я ей хочу помочь, либо ему хочу помочь. У этой женщины, у нее как какие-то обширные связи, знакомства. Она ведет разговоры по поводу вас, по поводу вашей проблемы. И буквально вот действует как будто бы на ощупь, да, вот пытается нащупать ту самую нужную веревочку, за которую можно дергнуть, да, для того, чтобы помочь вам, либо помочь в решении вашей проблемы. Она вам, скорее всего, ничего не говорит, да, ну, либо когда вы общаетесь, она такая, да, я все понимаю, тяжело, трудно, там, держись, все получится, все будет хорошо. То есть она не хочет давать вам надежду, потому что у нее, ну, сама она помочь не может, да, вот нет у нее такой силы, не обладает она такой квалификацией, чтобы вам помочь. Но при этом она сама для себя решила, что я буду искать нужных людей, кто сможет помочь. И сейчас на протяжении вот уже какого-то времени она уже этим занимается и еще будет заниматься. И еще мне идет, что эта женщина таки помощь вам найдет. Либо найдет тот самый контакт того самого человека, кто действительно поможет, кто решит, кто сделает, кто там, не знаю, заступится в конце концов. Она это сделает. Она вам истинный друг. Она не кичится тем, что вот я твоя подружка, вот я твоя там родственница. Нет, она никогда так не говорит. Она очень скромно себя ведет. Но при этом она вас любит по-настоящему. Я бы даже сказала, какой-то сестринской любовью. Да, она относится к вам, как будто бы она ваша старшая сестра. Даже если она младшего возраста, все равно она относится с позиции старшей сестры. И она именно вот таким тихим образом пытается вам помочь. И все-таки поможет. Поможет, обязательно поможет. Да, вам повезло, что у вас есть такая женщина в окружении. Не теряйте с ней связь, не теряйте ее из вида. И примите от нее помощь, да? Примите то, что она вам будет говорить, и воспользуйтесь этим. Это тоже очень сильно важно. Не надо там стесняться, не надо там в какую-то позицию становиться. Нет, просто примите, потом поблагодарите, потом что-нибудь для нее хорошее сделать. Хотя она не ради благодарности делает. Она делает, потому что она вас любит. Вот как старшая сестра к вам относится. Дальше. Мне показывают пару. Мужчина и женщина постоянно ссорятся из-за денег. Но я так понимаю, что вы либо муж с женой, либо вы парень-девушка, либо вы, может быть, мать и сын. Да? Вы постоянно ссоритесь из-за денег. И в вашей семье, ну, в доме, где вы проживаете, очень много негативной энергии собралось. Энергии вот этих ссор. Да? Вы оба очень сильные личности. Конечно, вы разные люди. И сила у вас разная. И разные у вас энергополя. Но когда вы ссоритесь, как будто бы такие шаровые молнии образуются, да, которые все выжигают. Выжигают вокруг. Все хорошее, вот эти зачатки хорошего просто выжигают. И я вам подскажу рецепт. Вернее, это даже не я подскажу, я просто его озвучу. Да, это высшие силы подсказывают. Чтобы у вас жизнь изменилась к лучшему, чтобы у вас денег стало больше, вам не нужно ссориться. Вам нужно, наоборот, друг друга любить, друг другу помогать и создавать дома уютную и теплую атмосферу. Сейчас вы мне напишите, что нет, это невозможно, да как так, там слишком много обид, слишком много боли. Но я вам так скажу, только такой рецепт существует. Ничто другое вам не поможет. Никакие ритуалы, обряды, практики, молитвы, ничего не поможет. Пока вы не научитесь друг друга любить, ценить и уважать, и создавать эту атмосферу дома, деньги не придут. Вот даже если вы там съедете, переедете, разъедетесь, деньги не придут. Все, что вам нужно делать, это от чистого сердца к друг другу проявить любовь. Вот сесть и поговорить. Что зачем мы ссоримся? Да, от того, что мы ссоримся, у нас денег больше не становится, наоборот, даже меньше становится, еще больше проблем возникает. Давай мы вот вместе друг друга будем поддерживать, давай вместе бороться. Не друг против друга бороться, обвинять друг друга, а именно вместе бороться. Как только вы создадите эту атмосферу, деньги найдут ход. Деньги найдут возможность прийти в вашу жизнь.
И у вас откроется мышление, идеи, да, где денег взять, где денег заработать. Вот мне идет именно такая ситуация. Сейчас между вами энергетика шаровые молнии создает, но когда вы помиритесь и у вас будет вот эта благодать в доме, гармония и мир, то у вас будет энергия как денежный магнит. Вы еще и очень богатыми людьми можете стать. И богатство придет, еще раз говорю, разными путями. Да, не буду перечислять, а то сейчас побежите эти лотерейные билеты покупать. Но магнит, денежный магнит образуется. Сейчас шаровая молния, которая вот опасная, страшная, выжигает. А в будущем у вас магнит, он же подкова, да, который притягивает блага. Блага, радость, доходы, счастье, здоровье, все это притягивает в вашу жизнь. Попробуйте, да, вы уже попробовали ругаться, а теперь попробуйте жить мирно, и вы поймете, о чем я говорила. Ну вот четко показано. Вы разрушаете судьбы жизни друг друга, но можете созидать. Вот, разрушать не надо, надо созидать. От ругани деньги не появляются, они еще быстрее уходят. А от любви, наоборот, деньги приходят. Энергия денег и энергия любви – это как две сестры-близняшки. Всегда ходят парой. Попробуйте. Попробуйте, не убудет, наоборот, прибудет. Так, еще. Какого-то человека показывают, который имеет к вам шкурный интерес. Это человек чем-то вашим хочет воспользоваться. Именем, жильем, вашим талантом, вашими способностями. Этот человек вас на что-то уговаривает, да, и говорит: давай сделаем так, так и так, будет все хорошо, будет все классно, будет лучше, чем сейчас. И этот человек хочет что-то свое вот от вас урвать, и все, и потом пропадет. Потом днем с огнем не найдете. Если вас отчаянно человек уговаривает, это может быть и мужчина, и женщина, это прям он, либо она, это прям такой громкий сигнал, звоночек, и этому человеку нужно прям четко сказать «нет». И вы сразу увидите, как человек поменяется в лице, как человек начнет там материться в вашу сторону, говорить: ты такая, ты сякая, да кто ты вообще такая, да? И сразу потеряет интерес. При этом вы свою сохраните, и лицемера, манипулятора, мошенника выведите на чистую воду. Вот, пока этот человек видит, что у вас есть интерес, что вас можно уговорить, он вас обрабатывает со всех сторон, ну, либо она. Как только вы четко говорите «нет», человек сразу проявит свою истинную суть. Вот и все. Рядом с вами человек уже вас на что-то подбивает, либо уговаривает. Надо сказать «нет». Иначе потеряете. Ну, либо будете чувствовать себя как использованной. Да? Зачем это нужно? Вообще это не прибавляет радости в жизни на самом деле. Так, букет. Какой-то букет у вас странный. Букет вам либо предложили, либо вот-вот будут предлагать. Там какие-то цветы странные, необычные, непривычные нашему взору цветы. Вроде как и даже на цветы не похожи. Просто какие-то вот растения, да, странного вида, странного запаха. Экзотические, давайте назовем их так. Но эти растения в этом букете, они какие-то необычные. Они имеют свойство разрастаться в ширину и ввысь. И еще мне показано, что они как будто бы еще не зацвели. То есть букет с бутонами, да, еще не зацвел. И вот я вижу, что вам либо уже предложили, либо вот-вот будут предлагать. Причем люди, которых вы не очень хорошо знаете, либо вовсе не знаете. И вы смотрите на этот букет и думаете: что за гадость, да? Ну, что за растения такие непонятно, вдруг ядовитые, там, от греха подальше, лучше откажусь. Вам нельзя отказываться от этого букета. Такие букеты, они, знаете, вот раз в жизни бывают. Ну, либо раз там в 30 лет, например. Опять же, да, у каждого по-своему отыграется. И если вы этот необычный букет с необычными растениями примете, ну, не букет, а предложение, да, очень необычное предложение, вы никогда не пожалеете. Наоборот, вы как будто бы птицу счастья за хвост схватите. А вот если откажетесь, то либо больше никогда не будет, либо 30 лет нужно ждать, а может и больше. Вот, подумайте хорошо. Вот я вижу, что вы такой человек прагматичный. Вы
не склонны к всякого вида рискам, аферам, да, каким-то непредсказуемым действиям. Нет у вас желания либо необходимости получать адреналин, да, через риск. Вы не тот человек, который скажет: будь что будет, да, попробую. Нет у вас этого. С одной стороны, да, это хорошо, потому что вы очень правильную жизнь живете, она у вас прям такая четкая. Но с другой стороны, вы можете упустить нечто особенное, что действительно может изменить вашу жизнь. Соглашайтесь. Вот один раз в жизни попробуйте, рискните, скажите: будь что будет, возьму, не глядя, да. Попробуйте. Мне идет, что этот букет, если вы его примете, то он разрастется и ввысь, и вширь, и такие цветы невероятной красоты раскроются, что будете ходить, охать, ахать, смотреть на этот букет. И смотрите, еще на этом букете, видите, единичка идет. Единичка. Это номер один, стать номером один, либо обрести все и сразу в своей жизни, да, вот чувствовать себя победительницей, да, вот что я хозяйка, либо хозяин этой жизни. Вот люди вам будут предлагать, либо уже предложили. А вы думаете, что такое, что за предложение, гадость какая-то. Это может быть предложение, связанное и с поездкой, и с работой, и с какими-то, может быть, даже подработками. Подумайте, рискните. Лучше как сделать и пожалеть, чем не сделать, потом всю жизнь жалеть, что не сделали. Но я вижу, что вы не будете жалеть, если согласитесь. Наоборот, будете радоваться, и у вас единичка. Еще у вас знак льва. Лев, царь зверей, да, все получило, все случилось. Прям такая ведущая роль в жизни у вас. Буква А еще здесь показана. Новое начало, новые возможности. Да такие возможности, которых раньше у вас отродясь не было. Такой хороший знак. Так, дальше. Человек, который разыгрывает болезнь, либо притворяется больным. На самом деле, там, знаете, пахать на этом человеке можно. У человека такой образ жизни, либо человеку так удобно жить. Да? Вот жалейте меня все, я самый несчастный, либо как самый больной человек в мире. На самом деле, там здоровья еще на 10 жизней хватит, понимаете? И этот человек, мне еще идет, что как-то пытается вас обвинить в своем болезненном состоянии, либо как-то манипулировать вами, типа я больная, либо я больной, а ты вот там то, сё, там не так себя ведешь, не так смотришь, не так помогаешь. То есть какая-то манипуляция идет. Притворяется. Мне идет, что притворяется. Причем притворяется уже давно. И притворяется, потому что так легко жить, так удобно жить, так можно всем рулить и управлять. И ничего не делать, за тебя все сделают, у тебя все будут жалеть, попочку целовать. И все очень даже и неплохо будет. Кстати, по поводу здоровья. Вот мне еще идет, что какой-то момент связан с тем, что вас лечат, не тем, что действительно помогает. Либо такое лечение вам назначили, что лишь бы вот деньги вытрясти с вас. Может быть, я не буду утверждать, да, возможно, это обусловлено тем, что есть какой-то сговор, чтобы выписывать какие-то определенные медикаменты по завышенной стоимости, либо медикаменты, которые даром никому не нужны, они не работают. Люди сговорились, производители и те, кто назначает эти лекарства, и вот вас пичкают тем, что либо пустышка, либо оно вообще какое-то никакое это лекарство. Вы ходите, мучаетесь, а результата нет. Я бы на вашем месте, может, к другому специалисту бы пошла, пересдала бы анализы, перепроверила. Возможно, даже к разным еще специалистам, к 2, к 3 бы сходила. Но опять же, если есть время, если есть желание, если вы понимаете, что это ваш случай, что вот вы лечитесь, а ничего не происходит, вам ничего не помогает, а вы только лишь деньги на лекарства тратите, то лучше бы сходить в другое место. У кого-то, кстати, это, возможно, и нетрадиционная медицина, да, может быть, какой-то там знахарь вам попался, запугал вас, сказал, что у вас там какие-то ужасные процессы в организме, и давай вас пичкать какими-то травами, сборами, еще какой-то гадостью. А вы верите, но вам лучше не становится, да, может быть, нужно обратиться к традиционной медицине, пройти чекап, сдать анализы и уже по результатам этих анализов лечиться.
Тут какой-то развод, обман в плане здоровья показан. Так, еще в тайне за вашей спиной какие-то люди общаются с друг другом. Вот они общаются, при этом вам говорят, что не-не-не-не-не, ты что, нет, мы не общаемся, фу-фу-фу, это человек ужасный, я никогда там общаться не буду, и чур меня чур. А на самом деле эти люди общаются между собой, какое-то тайное общение происходит. И если вы будете повнимательнее и немножечко так, не то чтобы следить, но скорее всего больше вот в поле внимания держать, да, этого человека, который рядом с вами, вы узнаете, вы увидите, что они общаются, либо услышите, что они общаются, может переписываются, может созваниваются, но вы можете узнать. Там общение тайное происходит за вашей спиной, при этом вас убеждают, что нет, человек плохой, я никогда не буду общаться. На самом деле общаются. Так, еще... Ой, тут такое показывают, я даже не знаю, как вам об этом говорить. Вы все разные, да? Вы все разные, чтобы вы там дурного в голову не брали. Но показывают женщину, которая вас чем-то заговоренным постоянно пичкает, подкармливает, угощает. Либо она для вас готовит и приносит, и говорит, скушай, да, скушай, и это вот тебе и поможет. Либо, я для тебя готовила. На самом деле она заговаривает еду, причем заговаривает на то, чтобы вы... как бы вам это правильно сказать, но опять же люди мнительные, чтобы вы хуже выглядели, да, чтобы вы потеряли свою привлекательность, свое здоровье. Кстати, и мужчине могут заговаривать еду, чтобы он там дурнел, чтобы у него пузо росло, чтобы у него волосы выпадали, там зубы выпадали. Вот женщинам заговаривают на то же самое, да, чтобы волосы выпадали, чтобы кожа сухая была, чтобы там прыщила не по-детски. Вот какие-то наговоры мне идут, наговоры. Кто-то этим занимается, причем занимается на постоянной основе. И этот человек хочет скорых результатов. Да? Скорые результаты, они не приходят, потому что у вас достаточно сильная защита, своя врожденная защита, может, вы еще что-то делаете. И человек усиливает свои обряды, либо дозировки, либо все чаще и больше начинает вас угощать. Мне идет, что человек вас отравить пытается. Да? Если вы женщина, то тут 100% ревность, и ревность от другой женщины. Женщина, которая чувствует себя закомплексованной рядом с вами, женщина, которая таким образом хочет потушить вашу красоту. Да? Вот она завидует и ревнует, поэтому она решила таким образом бороться с тем, что вы красивая, с тем, что на вас внимание обращают, и с тем, что вы у всех на виду и желанны всем. Может, подружка у вас такая, может быть, у вас родственница такая, а может быть, даже свекровь, которая думает, будет она некрасивая, да, не будет моего сыночка обижать. Если вы мужчина, то вас подкармливает женщина, которая вас хочет навсегда к себе привязать. То есть она боится вас потерять, она боится, что вы там с кем-то в отношения войдете, и она думает, если он будет лысый, пузатый и беззубый, то никому нужен не будет, а будет при мне. Это ужасно, так не должно быть, это неправильно, и это нисколечко не про любовь. Потому что если мы говорим про любовь, то самое главное для любящего человека, чтобы объект его либо ее любви был счастлив. Да? Но никто не будет привязывать, никто не будет доводить до состояния монстра, старика, например, да? Чтобы мужчина рядом со мной был. Это не про любовь, это про эгоизм. Но если вы женщина, то вам завидуют. Вы красавица, вам завидуют и хотят, чтобы вы потухли, да? Чтобы вы состарились раньше времени. Никогда ничего не берите от других людей, не ешьте, не ешьте. А если вы едите, вот в старину было очень классное правило, когда люди перед тем, как кушать, крестили еду. Крестили, да? Вот прям снимали вот этот негатив с еды, чтобы от еды не отравиться, чтобы через еду не принять яд, либо словесную отраву.
Вот, не берите, не ешьте, вас угощают, скажите спасибо, скажите, я дома съем, да, либо позже съем, а сами выкидываете, даже животным не давайте, потому что животное может отравиться, выкидывайте куда подальше, да, несите эту гадость, и все. Когда человек поймет, что его магия не работает, ну, либо успокоится, ну, либо себя выдаст. Вот такая вот история. Если вы думаете, что вот вы чем-то больны, и у вас там кожа сохнет, волосы выпадают, там, с зубами проблема, там, с лишним весом проблема. Нет, вас просто кормят такой едой. Вот все. Нет, ну если, конечно, вы там не ходите к стоматологу, если вы там не принимаете витамины и набиваете себя всем, чем есть в холодильнике, то да, это как бы другая история. Но если без видимых причин у вас такие проблемы, то вас точно заговоренным кормят. Ну, вы, скорее всего, поймете, это про вас или нет, потому что мне идет, что постоянно вас чем-то угощают, вас просто вот пичкают, да, этой едой. И это уже прям бросается в глаза. Ну вот показали такой момент. Я этот момент закрою. Я проведу определенный обряд для того, чтобы этот человек вразумился, да, чтобы человек перестал это делать. Чтобы высшие силы коснулись этого человека, чтобы пробудить разум этого человека. Но это ненормально, так не может быть. Кто себя узнал, просто напишите свои имена, я включу ваши имена в обряд. Просто свое имя, но имя полное. А лучше, конечно, имя, данное вам при крещении. Вот, это для тех, кто себя узнал. Дальше, мои хорошие, вы не знаете, не понимаете, не видите, что какие-то люди вас боятся. И боятся очень сильно. То ли ваших знаний боятся, да, может, вы как конкурентка, либо конкурент этим людям. То ли боятся, что вы там можете призвать к ответу, что вы можете устроить проблемы, что вы можете за себя постоять. Да, вот боятся вас люди. И эти люди в последнее время ведут себя странно. Они стараются вам на глаза не попадаться. Как-то вот виляют туда-сюда, на глаза не попадаются. А в разговорах эти люди максимально сдержаны и стараются как можно быстрее уйти от разговора. Да? То есть вы там кого-то поймали, хотите пообщаться, человек такой, не-не-не, мне некогда, мне нужно бежать, у меня дела. И просто как вырывается, да, вырывается и убегает. Вот эти люди вас боятся. А еще мне идет, что какая-то молва по поводу вас ходит. Ну, как сплетни, да, сплетни, причем вас рисуют с косой, что вот вы либо этой косой кого-то скосить можете, да, за здорово живешь, либо как связь с вами, общение с вами может быть очень чревато и несет какие-то неприятности. Мне идет, что вас оговорили, ну как это, даже не оговорили. Это кому-то обратка, вот какому-то человеку недоброму обратка за вас прилетела, и человек такой, о, она ведьма, да, либо он колдун, там, исчадие ада. Вот я там что-то делала против этого человека, а теперь мне прилетело. И вот, скорее всего, оттуда ноги растут у этих сплетен. Ну, с другой стороны, вас не игнорируют, а прячутся от вас люди, которые негатив в сердце имеют. Позитивные люди смеются с таких сплетен и вообще на них внимания не обращают. Ну, хорошие, я имею в виду, да, позитивные, хорошие. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.